Большой цикл строительных работ в сельском поселении Галашки за последние несколько лет начался с районной больницы. Раньше маленький кабинет делили несколько специалистов, но с переездом в новый корпус условия работы изменились. В сентябре 2016 года рядом со стареньким зданием возвели новое. Больница рассчитана на 60 коек. В ней предусмотрено все необходимое оборудование. Здесь есть отделение травматологии, хирургии, педиатрии и гинекологии. За больными тут ведется тщательный уход. Врачи признаются, главное, чтобы пациент чувствовал себя как дома, а для этого здесь созданы все условия. Хусен Аздоев поступил в больницу недавно с повышенным давлением. За эти 7 дней состояние пациента значительно улучшилось. Чувствую себя лучше, намного лучше. Я здесь в прошлом году, 17 года, 20 сентября лежал. Мне тогда он даже понравился, потому что меня вылечили, излечили, я поехал домой, чувствовал себя 7 месяцев прекрасно. Так, опять, думаю, курс лечения надо пройти. Вот я пришел, опять курс лечения прохожу. Очень внимательно. Они все делают для нас. Совсем недавно у местных жителей не было возможности элементарно провести свой досуг и отдохнуть от повседневной суеты. В селе Галашки появился свой дом культуры. 4 июня 2017 года было его официальное открытие. Теперь в ДК каждый день играет веселая музыка, а в зале хореографии неустанно танцуют детишки. Открытие объекта решило сразу несколько проблем. Одна из них – отсутствие библиотеки. Здание старое обветшало настолько, что пришлось перевести весь книжный фонд на хранение в частный дом. Но вскоре и книги снова вернули в храм знаний, но уже в новый. В Доме культуры открыты кружки хореографии, декоративно-прикладного, изобразительного искусства, кружок вокала и драматический кружок. Дети в наш Дом культуры ходят с удовольствием. Даже бывает такое время, что у нас время обеда, а дети не хотят идти домой. И нам приходится отрабатывать даже эти часы. Свои таланты в стенах культурного центра развивают дети со всего села. Лида Хасиева успевает посетить в день по несколько кружков. И, несмотря на плотный график, такие занятия ей только в радость. Когда не было этого Дома культуры, я очень скучала и хотела, чтобы открыли этот Дом культуры. Скоро моя мечта сбылась. Еще один объект для жителей сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Учиться в старой школе, построенной еще в 1926 году, было уже невозможно. Нехватка мест, отсутствие элементарных условий для детей и режим трехсменки, вспоминая здесь. Теперь тут возвели новую школу на 320 посадочных мест. В ней созданы все условия от учебных кабинетов до актового зала. Сейчас школа работает в одну смену, а во второй половине дня у ребят проходят кружковые, секционные и дополнительные занятия. Дети очень рады, когда школа открывалась, сами принимали активное участие в обустройстве и территории, и зданий. Если одни грызут гранит науки за партой, то другие с головой окунулись в спорт. В спортивном зале у ребят проходят секционные занятия по боксу и другим видам спорта. Для Лорса Татиева «Дорога в спорт» открылась в этом зале 3 месяца назад. Школьник собирается и дальше идти по этому пути. Мне нравится, что в поселении Галашки открыли бокс. Мы здесь занимаемся, учим разные приемы, играем в игровой день. Мне здесь очень нравится. Школу возвели всего за год. Кстати, другие объекты тоже недолго строились. К примеру, мост был отремонтирован всего за месяц. Сельчанам приходилось очень трудно, когда уровень реки поднимался на несколько метров и полностью смывало правый берег. Мало того, что жители не могли перегонять скотину, так еще серьезная опасность угрожала детям, которые часто играют возле переправы. Впрочем, тяжелее всех приходилось сотрудникам ветклиники, которые находились на другом конце берега. Однако помощь жителям долго ждать не пришлось. За счет спонсорской помощи восстановили береговую линию и укрепили сам мост. Работа выполнена отлично, берег укреплен надежно. Последствий опасаться не надо. Благодарные жители, море позитива и счастливые лица сельчан. Конечно, строительство реконструкции столь важных объектов значительно облегчило жизнь каждого из них. Дом культуры, школы. Просто я благодарен всем. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.